А это кто? Это скульптор, портрет юноши он сделал. Это его работа. Такой поток вопросов от юных посетителей почти у каждого стенда. В доме-музее Руслана Мамилова ребята впервые, поэтому все здесь вызывает живой интерес у любознательной молодежи. В музее открыто с 2011 года больше 500 экспонатов. В их числе обширный фотоматериал, где показана рабочая и семейная сторона жизни первого ингушского скульптора. Вот племянница Руслана, вот фотографии. Вот он с дочкой. Руслан, вот он, Руслан с дочкой Тамарой. Вот с супругой сидят они, чай пьют. Слова экскурсовода Айшат Хабриевой дети слушают внимательно, попутно разглядывают художественные работы скульптора. На некоторых изображено самое знаменитое творение Руслана Мамилова – памятник пожарным в Грозном. В музее также есть письма, награды и скульптуры Руслана Израиловича. К примеру, это посвящена его дочери Этери. Не обошли стороной дети и комнату, где представлены личные вещи именитого скульптора. Новшеством музея стал и большой экспозиционный зал. Здесь представлены традиционные мужские и женские национальные костюмы, которые когда-то носили наши предки. Комнату также украсили живописные картины ингушских мастеров кисти Имагожева, Исмурзиева, Даурбекова. Как тебе картина? Больше всего понравилось. А чем? Она нарисована очень детально, как бы реалистично. Свой отдельный уголок в музее посвящен жене скульптора Фирузе Аздоевой. Это письма, документы и диссертационные работы заслуженного деятеля науки, лингвиста и первой женщины, получившей звание доктора наук ЧССР. Музей давно стал излюбленным местом для туристов. Экскурсии тут проходят 2 раза в неделю. Вход платный, 100 рублей. Однако с появлением пушкинской карты количество посещений среди молодежи увеличилось. Благодаря появлению пушкинской карты у нас очень удобно стало детям ходить в наш музей. Нас посещают и взрослые, и дети. Очень удобно стало им оплачивать через пушкинские карты. В 1990-м Руслану Мамилову присвоили звание заслуженного работника ЧССР. Через 2 года он ушел из жизни, не успев завершить свою последнюю работу – монументальную стену, посвященную пожарным. Погрузиться в творческий жизненный путь Руслана Мамилова поможет этот музей. Ну а сделать это бесплатно предназначена пушкинская карта. На нее приходят бюджетные средства в размере 5000 рублей. Эта возможность открывает молодежи дверь в огромный мир культуры и искусства, например, театры, музеи, филармонии. Карта доступна молодым ребятам от 14 до 22 лет. Дана Плиева, Абдуллах Алухаев, Новости 24.